Так. Так. Ну, добрый день, уважаемые коллеги, все, кто подключился сегодня к нашему лекторию. Казахский национальный педагогический университет имени Абая продолжает серию лекций, организуемых в рамках научно-исследовательского проекта «Аудиовизуальные сюжеты, социальной истории и культурной памяти казахстанского общества. Конец XIX – начало XXI века». И на этой неделе у нас идет декада науки в КЗУП имени Абая. И в рамках декады науки сегодня я, Далаева Тинь Тутарбековна, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры истории Казахстана имени академика Токтара Сальменовича Садыкова, Института истории и права Казахского национального педагогического университета, представлю лекцию «Фоносфера радиопередач Казахстану в 1960-1980-х годах. Характеристика источников и классификация сюжетов». Так. Все меня слышно нормально, да? Да, все хорошо. И видно, и слышно. Спасибо. Ну, тогда приступим. Фоносфера радиопередач Казахстана 1960-80-х годов. И сегодня я хотела бы остановиться на двух вопросах. Sound Studies, исследовательские подходы. И второй вопрос. Казахское радио, Казах радиоса, история, источники, сюжеты. Звук всегда интересовал представителей самых разных областей мировой науки. От физики, психологии, медицины до философии, музыковедения, этнографии. Включение визуальных материалов в исторические исследования наряду с традиционными письменными и вещественными источниками связано с расширением и в 20 веке технологий создания продукции визуальной культуры и общим изменением методологии изучения исторических событий. Стало понятным, что история новейшего времени получила свое отражение в новых формах источников информации, в которых важное место занимает звуковое содержание. Эта идея легла в основу реализуемого в настоящее время проекта «Аудиовизуальные сюжеты социальной истории и культурной памяти казахстанского общества. Конец XIX – начало XXI века», в котором предполагается осуществить интердисциплинарное исследование аудиовизуальных источников по истории Казахстана изучаемого периода. Определенный фокус сделан на исследовании аудио, звукового содержания нарратива в социальной истории и культурной памяти казахстанского общества этого периода. Исследование звука, Sound Studies, изучает концепции, практики и технологии звука и прослушивания их в различных исторических и культурных контекстах. Это считается относительно новой областью, возникшей в первые несколько лет 21 века. Как отмечает Мишель Шион, французский композитор, теоретик кино, исследователь звука, его книга была в переводе на русском языке опубликована в 2021 году в издательстве «Новое литературное обозрение». Вот он отмечает: звуковой мир, и в этом одно из его отличий от мира визуального, характеризуется конкуренцией и взаимными помехами со стороны разных звуков, сосуществующих в одном пространстве. Упорядоченная пространственность визуальных явлений, благодаря которой объекты исследования вступают в конфликт и диалог с акустической сферой. По мнению исследователя в области Urban Sound Studies Ксении Майоровой, сегодня наиболее распространенным лейтмотивом в исследовательских работах о звуке является тезис, которым, перефразировав Маршала Маклюэна, канадского культуролога и философа, можно было бы сформулировать так. The sound is the medium. С одной стороны, медиум – это то, что определяет звук. С другой стороны, сам звук оказывается медиумом. Для Маклюэна звук принципиально отличается от зрительного образа. Он вездесущ, настигает нас, где бы мы ни находились.
Акустическое пространство – это пространство максимально заполненное, сплошное. Центральность темы медиа неудивительна, ведь визуальная культура, сформированная культурой письма, не позволила нам разработать удобный инструментарий для концептуальной и практической работы со звуком и звуковыми явлениями. Отсюда вытекает самая сложная задача, стоящая перед исследованиями звука, опираясь на наследие визуальной культуры, сформировать концептуальный и методологический аппарат для исследования звуков и дальнейшей практической работы с ним. Центральным спором в области изучения аудиовизуального является важность звука и слуха для исторических событий, связанных с 20 веком и современностью. Звуковые исследования стремились бросить вызов глазоцентрическим тенденциям культурного и критического анализа и связанным с ними дуализмом слуха-зрения, слуха-звука-зрения. Впервые эксплицитно проблема недостатка концептуального аппарата для работы со звуком, то есть проблема аудиальной безграмотности, была сформулирована одним из наиболее признанных предшественников Sound Studies Реймондом Мюрреем Шафером или Шейфером. В 1967 году он издает учебное пособие, где формулирует задачу открыть уши, побудить своих студентов замечать звуки, к которым они раньше никогда не прислушивались. Как сумасшедшие вслушиваться в окружающие звуки, в звуки, которые они сами привносят в окружающую среду. Реймонд Мюррей Шафер утверждает, что окружающая звуковая палитра формирует соответствующий ландшафт, который состоит как из приятных для слуха звуков, например, природы, так и шумового загрязнения. Исходя из тезиса об аудиальной безграмотности, Шафер предложил термин soundscape для обозначения звуковой среды, в которой обнаруживает себя слышащий субъект, и мыслит дисциплину, изучающую soundscape, как акустическую экологию. Основная цель работы Мюррея заключалась в изучении влияния постоянно меняющегося звукового ландшафта на человеческое поведение. То, что можно рассматривать как цель изучения звука в целом. Согласно идее Шефера, любое пространство обладает собственным уникальным набором звуков и шумов, который оказывает значительное влияние на психологические и эмоциональное состояние человека, чаще всего совершенно незаметно. Он назвал это звуковым ландшафтом или пейзажем, понятием, применимым как определенным пространствам, странам, природным территориям, городам, так и более локальным точкам вроде квартира, магазин, аудитория и так далее. В конечном итоге ключевой вопрос исследования Реймонда Мюррея и Шафера заключается в том, что является ли звуковой ландшафт стихийным и неподвластным человеку, или же он все-таки ответственен за его упорядочение и облагорожение. Дальнейшее развитие исследований получило в работах конца 20 века, в частности, в работе Жака Аттали «Нойз. Политическая экономия звука», «Шумы. Политическая экономия звука». И звуковой ландшафт, настройка мира и наша звуковая среда Мюррея Шафера. Шумы с подзаголовком «Политическая экономия музыки», книга Аттали, которую вот здесь вы на экране видите с левой стороны. На обложке мы видим фрагмент картины Брейгеля-старшего, которая называется «Битва между Масленицей и постом». Это далеко не случайная картина для обложки. Аттали видел в ней предвосхищение всех своих идей политической экономии и музыки. Одна из ключевых оппозиций книги Аттали – это шум и музыка. Музыка – это структурированный шум, а шум – это неструктурированная музыка. Их отношение диалектично-исторично. Для каждой эпохи существует свой шум и своя музыка. Для каждого кода что-то выступает в качестве шума и определенным образом структурируется как музыка. А то, что выступает в качестве шума в рамках определенного кода, является гармонией, музыкой для нового кода. И так сменяется одно за другим. Как отмечает Тим Ингольд вот в своей книге Being Alive, Essays on the Movement, Knowledge and Description, быть живым, да, очерки движения, знания и объяснения, который пишет свою работу в рамках антропологии окружающей среды. Так вот, он отмечает, прямое сопоставление звука с видимой картинкой является не вполне корректным. Звук скорее сопоставим со светом, который является условием возможности зрительного опыта вообще. Как без света ничто не может стать видимым, так и без звука ничто не может быть услышанным. Ингольд настаивает, и здесь он следует вслед за Маклюэном,
что именно этот медиальный звук, обуславливающий наш слуховой опыт, и обеспечивает возможность погружения, и должен стать объектом звуковых исследований. Общие области изучения Sound Studies включают звуковые технологии и медиа, философию звука и прослушивания, а также звуковые ландшафты и звуковую среду. Звуковедение, Sound Studies, изучение звука, также занимается конкретными аспектами аудиальной культуры, такими как шум, тишина, громкость, речь, звуковое искусство и музыка, их взаимосвязь с этическими, политическими и экологическими отношениями. В 2012 году Джонатан Стерн сформулировал определение Sound Studies. Они являются именем междисциплинарного волнения, фермент в гуманитарных науках, аналитической отправной или финальная точка, которая является звук. Междисциплинарное волнение – довольно удачная формулировка, засвидетельствовавшая о намерении Sound Studies преодолеть сам язык классической науки, предполагающий дисциплинарное размежевание. Первостепенным предметом Sound Studies по Стерну становилось изучение звуковых практик и дискурсов, а также институций, которые их описывают. Две важные категории того, что мы слышим и на что обращаем внимание, это естественные звуки и технологические звуки. Что касается идеи слушания, объекты можно рассматривать на слух, а не визуально. Были распознаны три режима слушания: казуальное, причинное слушание, семантическое слушание и ограниченное слушание. Причинное слушание наиболее распространенное, состоит из слушания, чтобы собрать идеи о его источнике. Звук в данном случае носит информационный характер и может использоваться для распознавания голосов, определения расстояния или понимания различий между людьми и машинами и так далее. Семантическое прослушивание – это когда звук не только слышится, но и обрабатывается, когда звуку придается значение и контекст, как это видно в речи или в беглом диалоге. Ограниченное прослушивание сосредотачивается на характеристиках самого звука, независимо от причины, значения. Введенное Шафером и Шионом понятие технологических режимов слушания позволяет исследовать, как медийные технологии влияют на восприятие и интерпретацию аудиосообщений и формуют сообщество потребителей звуковой продукции. Другим важнейшим явлением, определившим развитие звуковых медиа в 20 веке, является переосмысление соотношения между осмысленным, то есть организованным, и бессмысленным или неорганизованным звучанием. Растет число публикаций Sound Studies в начале 21 века. Это, например, 2008 год, работа Бёрцел, Каролин и Энтони Энса, Sonic Mediations, Body Sound Technology. Издание считает посредничество своей центральной темой. В каждой главе рассматривается тематическое исследование, связанное с различными звуковыми и музыкальными технологиями, практиками и инсталляциями, чтобы отразить отношения между телами, технологиями и звуковым опытом. Саломе Вёгелин, Listening to Sound and Silence, Towards a Philosophy of Sound Art. Визуальный поворот в искусстве ввел дистанцию между действительностью и видимостью, в то время как музыка этот разрыв нивелировала, заставив поверить в объективность восприятия звука. Вёгелин пытается проблематизировать этот подход и утверждает, что слух полон феноменологического и перцептивного сомнения. Как бы далеко ни находился источник звука, он все равно находится у слышащего в ухе. Тревор Пинч и Карлин Бирштервелдс, это The Oxford Handbook of Sound Studies, это Оксфордский справочник звуковых исследований, предлагал новые интересные взгляды на значение звука в его материальных и культурных формах. С помощью разнообразных тематических исследований статьи иллюстрируют, как звуки, от звуков индустриализации до звуков автомобилей, звуков подводной музыки, хип-хопа и звуков нанотехнологий порождают новые формы практики прослушивания. Новак и Сакаини, Keyword in Sound, ключевые слова в звуке, включает 20 эссе, основанных на ключевых понятиях изучения звука, включая эхо, тишину, глухоту, радио, синтез. Эссе отслеживает интеллектуальную историю каждого термина и его роль в социальном, политическом и художественном дискурсе, выделяя важные темы для текущих и будущих исследований. Булл
или Бал, Майкл, да, обширный сборник, The Companion to Sound Studies, обширный сборник, состоящий из 38 глав, посвященных ключевым понятиям, дискуссиям в исследовании звука. Там 6 тематических разделов, посвященных различным навыкам и методам исследования звука. Ну и среди многих работ, которые интересны нам, историкам, здесь все-таки это вот в основном вы видите, что это междисциплинарный подход, и исследователи совершенно разных направлений дают свое видение и технологии, и методики работы со звуком. Так вот, с точки зрения нас, историков, ближе к нам работа Кэролин Белцел, адъюнкт профессора медиаисследования Амстердамского университета, которая, в частности, в соавторстве с Даниэль Дроздлевски в 2018 году опубликовала исследование памяти, и в 2019 с Викторией Ткачек прослушивание архивов, звуковые данные в гуманитарных и естественных науках. И вот Кэролин Белцел руководила 5-летним проектом, который называется «Отслеживание архивных радиоколлекций в Европе 1930-1960 годы». Как отмечает Анатолий Рясов в своей статье «Звуки и знаки и звуки-феномены», в глобальном смысле успехи Sound Studies пока заключаются лишь в масштабной каталогизации звуков, в основе которой лежат самые разные принципы и методики, культурологические, социологические, искусствоведческие. Но так или иначе, их основу зачастую составляет инструментарий семиотики, через который и стоит и следует обращаться к звуковым документам. Звуковое пространство представляет собой крайне неоднородную среду. Какие бывают звуки в жизни? Звуки – это речевые, неречевые и музыкальные. Речевые звуки – это звуки человеческой речи, то, что мы с вами говорим. Неречевые или шумовые – это шум дождя за окном, хлопанье в ладоши, писк комара, шелест листьев и другие звуки природы, звуки человеческого труда. Источником речевых и музыкальных звуков является человек. Проблематика звучащей речи уже давно стала предметом исследования лингвистов. Проблематика звучащей музыки, песен – это предмет исследования музыковедов. Объединяет лингвистов и музыковедов общее междисциплинарное поле, получившее название звуковые исследования и Sound Studies. Для изучения содержания звуковой речи, воспроизводящейся в фонодокументах, исследователи могут опираться на подходы лингвистов. В частности, традиционно это анализ речевого материала через такие концепты и подходы, как фоносемантика, теория звучащей речи, анализ содержания произносимых, озвученных текстов, например, выступления политических деятелей, интервью, песенных текстов и так далее. Фоносемантика – это языковедческая дисциплина, имеющая своим предметом звукоизобразительную систему языка, изучаемую с позиции пространственных и временных. Теория звучащей речи представляет собой и характеризует и исследует состояние современной живой речи, которую формируют наиболее активные представители говорящего социума, предопределяет состояние большей части всего коммуникативно-речевого пространства общества. При этом к началу 90-х годов прошлого века в разных жанрах речи изменилась коммуникативная установка говорящих. Если раньше преобладала установка на чтение заранее подготовленного текста, ну вот в лекциях мы все равно это уже подготовленный текст, то в современном, например, радио, больше стремление непосредственного общения, непосредственно обращаться к слушающим, непосредственного диалога. Подходы этномузыковедов и музыковедов помогают понять контент музыкального звучания. Историческое музыковедение имеет целью воссоздание целостной картины развития музыкальной культуры, тесной взаимосвязи различных ее сторон и в зависимости от изменений условий жизни общества. В основе влияния музыки на человека лежит тот факт, что организм человека подчиняется биоритмам и законам физики. И по этой причине одни звуки кажутся приятными, а другие жесткими и тревожными. И это очень хорошо раскладывают и объясняют как раз музыковеды. Наряду с всеобщей историей музыки охватывается история музыкальной культуры всех времен и народов, поясняющая общие закономерности музыкально-исторического процесса на различных ступенях развития человеческого общества.
Историческое музыковедение включает в себя историю музыки отдельных народов стран, историю жанров, форм музыки, например, опера, симфония, соната, видов исполнительского искусства, отдельных областей музыковедения и так далее. Звуки, речевые, неречевые и музыкальные – это важнейшее средство формирования социального пространства и динамически изменяющегося во времени. Звуки, шумы и голоса маркируют время, начало, середину, конец явления или события, маркируют месторасположение в пространстве объектов и субъектов, может маркировать и показывает или демонстрирует статус субъектов через особенные звуки, молчание и так далее. Фонодокументы, с которыми историки работают и в которых как раз запечатлен звук, как определенный аудиодокумент, представляют собой следующее. Фонодокументы, как аудиальный документ, содержат звуковую информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи, которая используется в том случае, когда получение информации возможно только с ее помощью. Это запись голосов людей, животных, птиц, звучание музыкальных инструментов и так далее. В качестве главного, наиболее существенного компонента фонодокумента выступает речь, которая определяет не только смысловое содержание документа, но и ее выразительные и информативные черты. Немаловажное значение при оценке фонодокументов имеет музыкальный компонент, обеспечивающий художественную и эстетическую значимость документа, а также шумы, имеющие событийный и фоновый характер. До сих пор отсутствует общепринятая классификация фонодокументов. В наибольшей степени точно отражает их суть классификации, основанной на двух видообразующих признаков. Способ записи информации на материальных носителей и способ воздействия на органы чувств человека. По способу документирования информации фонодокумент можно классифицировать как механический, магнитный, лазерный, электронный, цифровой. В зависимости от жанра и назначения различают художественные фонодокументы, хроникальные документальные фонодокументы, научно-популярные, научные фонодокументы. Также фонодокументы, полученные путем перезаписи и копий обычных документов. Также фонодокументы можно разделить на две большие группы: музыкальные фонодокументы и немузыкальные фонодокументы. Фонодокументам отводится одна из главных ролей в средствах массовой информации. Они представляют собой важнейший исторический источник. В частности, вот радиодокументы – это очень интересный и содержательный исторический источник. Для лекции были выбраны такие аудиальные источники, как радиопередачи и интересующие нас записи передач казахского радио советского времени, представленные у нас в республике в фондах Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи. Основными источниками комплектования фотодокументов в нашем архиве фотодокументов и звукозаписи это Республиканский телерадиоцентр, Алматинская студия звукозаписи, грамзаписи и Казахское телеграфное агентство. Всего в базе у нас в Республиканском архиве расположено 21 682 фонодокумента, которые ждут своего исследователя и которым нужно работать. Кроме того, вот мы уже сказали, что источником комплектования является Республиканский телерадиоцентр. Так вот, сегодня это Республиканская телерадиокорпорация Казахстан, которая в своем подразделении имеет Алтын-Қор, золотой фонд, где сосредоточены и размещены, и в наличии у них есть более 100 072 аудиозаписи. Из них около 70% аудиозаписи относятся к советскому времени. Вот, к сожалению, трудно сказать, сколько там все-таки именно радиопередач, но там очень большой такой фонд содержится. Нам удалось поработать в Алтын-Қор, мы обратились с письмом и получили допуск, но все-таки это организация, которая не является научно-исследовательской, и, соответственно, у них нет понятия читальный зал,
просто благодаря обращению к руководству и на официальном бланке мы получили возможность прослушать какие-то отдельные передачи советского времени, вот как раз относящиеся к 60-м, 80-м годам. И отрадно знать, что в последний период вот, Республика Алтын-Кор передает последовательно звукозаписи для оформления в Центральный государственный архив. Так. Значит, одним из важных концептов, которые нас интересны для изучения радиодокументов, фонодокументов, это концепт фоносфера. Концепция фоносферы, как музыкально-звукового проявления ноосферы, предложил в середине 1980-х годов известный российский музыковед Тараканов, создатель концепции фоносферы звуковой среды обитания человека и социума, исследователь современной отечественной, российской и зарубежной музыкальной культуры, музыкальный критик, педагог, ныне покойный. Его идеи фоносферы Земли и существования специфического звукового поля в социуме впервые были обнародованы в журнале «Курьер ЮНЕСКО» в 1986 году. Тараканов неоднократно подчеркивал, что понятие фоносферы имеет в виду не просто звуковой фон Земли, а фон, создаваемый целенаправленно в речевой и музыкальной деятельности человека. Несмотря на то, что в настоящее время идет активный процесс визуализации искусства, а именно звук в медийном пространстве остается основным семантическим компонентом, главным носителем смысла. Особые задачи перед звуком стоят, собственно, в аудиальных искусствах, где он берет на себя функции не только информационные, но и изобразительные, исполняя отсутствие зрительного ряда и апеллируя к глубинным слоям нашего сознания, фантазии и жизненного опыта. При описании и анализе сложно организованной системы, в которой существуют звуковые компоненты, например, радиоэфира, исследователи звукорежиссеры пользуются специальным категориальным аппаратом и говорят о звуковой среде, о неком звуковом поле, подчеркивая при этом наличие единого звукового пространства, фоносферы. Радиоэфир – это отредактированное звуковое пространство, все-таки отредактированное, в котором определенный форм для контекста, и там нет случайных звуков в радиоэфире. Поэтому уместно использовать концепт все-таки фоносфера, а не soundscape. Soundscape – это концепт, больше подходит для исследования звукового пространства в открытом поле, да, в повседневной жизни, в различных практиках жизнедеятельности. Поэтому все-таки я и доклад свой назвала как фоносфера радиодокументов. Радио Казахстана. Первая радиостанция на территории Казахстана появилась в 1912 году, когда стала действовать линия радиотелеграфа, соединившая форт Александровск, ныне город Актау, с фортом Петровский, ныне Махачкала. Большую роль в истории радиовещания республики сыграла Ташкентская радиостанция, которая вещала на Туркестанский край. Причем в Туркестанском крае радиостанция помимо русского вещала тогда и на казахском языке. К 1920 году на территории Казахстана уже действовали радиостанции в Урге, Кустанае, Оренбурге, Павлодаре, Алматы, Гурьеве, Уиле, Актюбинске. С 1921 года, сентября, радиостанция Оренбурга было предоставлено право на распространение республики радиобюллетеня, состоящего из 1600 слов ежедневно. Так появилось казахское радио. 23 марта 1927 года впервые в радиоэфире прозвучала казахская речь. В 1932 году был создан Краевой комитет радиофикации и радиовещания. Казахское радио начало транслировать программу Всесоюзного радио для Сибири, Средней Азии и Казахстана. Большую роль сыграло радио в дни войны, став трибуной для патриотической переклички фронта с тылом. Прием программ осуществлялся бесперебойно. В середине 50-х годов на радио появляется жанр сатиры, практикуются радиофилитоны. К концу 60-х, 70-х годы вещают уже 4 республиканских канала и 16 областных каналов вещания ведется на 6 языках. Главным идейным направлением радиовещания и телевидения являлась, понятно, пропаганда революционных традиций, политики партии. Радио систематически выпускало программы о руководящей направляющей роли партии, о вождях революции и так далее. В эфире звучали выступления, воспоминания участников октябрьских событий, гражданской
войны, Великой Отечественной войны, ударников пятилеток. Вводились новые циклы, рубрики, отвечавшие требованиям идеологической работы. Использовались разнообразные жанры. Одним из важных жанров этого периода это был радиорепортаж. Радиорепортаж наиболее органичен характеру и ритму современной жизни. На заре советского радиовещания все текстовые радиопередачи читались из студии. Затем вводились трансляции концертов, спектаклей, торжественных заседаний. Характеристика репортажа отличалась тем, что это было, как правило, событие, давало возможность эффекта присутствия, динамичности, одновременность рассказа с происходящим событием. Радио создавало эффект присутствия и объединяло людей по всей республике. Музыка использовалась в радиорепортажах для переходов, чтобы связывать отдельные части, тематические куски, подчеркивать переход из одного времени в другое. Музыка маркировала время, заменяла ведущего при переходах, заполняла паузы. В документальных передачах использование музыки все-таки было ограничено. Ритм репортажа должен был с ритмом используемых репортажей бесед, чтобы все это не сливалось в одно целое. Обычно радиорепортаж освещал, показывал, пропагандировал что-то новое, передовое в советский период, для распространения информации об этом, и, с другой стороны, служил делу просвещения и воспитания радиослушателей. На радио выпускались радиофильмы, радиокомпозиции, радиогазеты, радиоспектакли. Радиотеатр использовал внутренний монолог, который приобретал форму слышимых мыслей. Персонаж от автора, наиболее часто это была фигура в радиоинсценировках прозы. Радио как бы театрализовало литературу в театре воображения слушателя. Следующий шаг к литературному радиотеатру – это постановочное чтение, где голосу чтеца сопутствовали, аккомпанировали, иногда вступали в контрапункт музыка и шумы. И это все можно наблюдать и слушать в этих радиопередачах, которые демонстрируют, показывают спектакли, трансляции спектаклей, радиопостановок, радиокомпозиций. Спектакль опирался на коммуникативные свойства радио, на способность его выступать целенаправленным информатором, агитатором, публицистом. И всегда спектакль – это всегда собеседник. Элементы театрализованности использовались в передачах, которые носили публицистический характер. Когда использовались постановки в радиопередаче для представления каких-то конкретных случаев, кейсов, и этот ход назывался как драма с открытым финалом. Когда представлялась проигрывалась схематическая модель жизненной ситуации и давалось не полное изображение человека, а лишь опорные точки узнавания, и тем самым была возможность затем дальнейшего обсуждения. Документально-публицистические вкрапления в художественную ткань, коллажное соединение позволяло радио создавать новое качество и усиливать идейно-эмоциональное воздействие на слушателя. Размышления Михаила Бахтина о степени исторической конкретности хронотопа, о хронотипичности человека и о различии и переплетении хронотопов мира автора, произведения читателя и так далее переносились исследователями и на материалы радиотеатра. Труды Юрия Лотмана по знаковой системе и структуре художественного текста помогали ориентировать радиотеатр в ряду других искусств по проблеме пространства-времени. У радиотеатра есть очевидные специфические возможности в манипулировании с пространством и временем. Корни этой специфики в коммуникативности радио, прямой обращенности радиотеатра к сознанию слушателя, с одной стороны, в принципе общения, и в особенности материала восприятия радиоискусства с другой. Быстрота восприятия слова, звука на слух и подвижность слушательского сознания, воображение в этом случае превышает соответствующие параметры при более сложном аудиовизуальном восприятии. Отсюда возможность более стремительного, чем, например, в кино, монтаж, который склеивает разновременные пласты в радиопередаче.
Постепенно в радиопередачах развивались и открывались такие новые направления, как фестивальные программы, которые были подчинены, как и многие другие, пропаганде идей интернационализма, которые показывали идеологическую направленность, понятно, советского времени. Центральное место отводилось программам о передовиках производства, освещению социалистического соревнования. Большим событием для казахского радио в 60-е годы был выход на всемирную арену, когда программы казахского радио, телевидения транслировались в павильонах Всемирной выставки в Монреале в 1967 году и по сети канадской телевизионной корпорации BBC. Объем среднесуточного радио и телевещания увеличивался с каждым годом. Постепенно проходила дифференциация передач применительно к различным категориям аудитории. Как показывает исследователь советского радио Лоуэлл, его книга называется «Russia in the Microphone Age: A History of Soviet Radio 1970», он отмечает, что особенностью советского радиовещания изначально стало культуртрегерство. Транслировались лучшие образцы музыки и искусства, разговорного жанра, научно-популярные лекции. Тогда как в европейских странах по радио звучал репертуар, соответствующий не слишком взыскательному вкусу среднего слушателя. В Советском Союзе при обсуждениях политики радиовещания среди ответственных лиц сталкивались два мнения. Что серьезные вещи не всегда находят отклик в сердце простого человека, и что радио ни в коем случае не должно потакать вкусом улицы. Первая точка зрения побеждала, но вместе с тем в радиотрансляцию проникали и лучшие образцы классической народной культуры. Грамзапись узаконила, а радио позволило реализовать потребность в массовом распространении культуры. Радио способствовало развитию культуры чисто слухового восприятия музыки, возрождению устных форм поэзии, литературы, возвращению камерного слушания, когда искусство приходит к нам в дом, в общий репертуар, предложенный в равной мере для всех радиослушателей, предполагает избирательность, индивидуальный выбор. Благодаря радио неслыханно расширились музыкальные представления слушателей в этот период, в период позднего социализма. В 60-х годах советское радиовещание превратилось в сложную развитую индустрию. Новые технологии и десталинизация культуры существенно изменили формы советского радио. Теплота и задушевность многих передач этого времени, искренний рассказ о событиях истории, воспоминания о судьбах отдельных людей создавали новый образ радио в 50-е и 70-е годы. Радио, а потом и телевидение возникло как технические средства из потребности людей в новом виде общения. Общение – процесс двусторонний, это диалог субъектов. В контексте радио слушатель выступает то как объект, воспринимающий информацию, то как субъект. На бытовом уровне это очевидно. Каждому радиослушателю знакомо ощущение, что голос, звучащий из динамика, это обращен именно к нему. В этом плане показательно, что вещание осуществлялось на грамотной речи, это на четком содержании. В советский период, в 60-е, 70-е годы, показательным было создание информационно-музыкальной и литературно-художественных программ на казахском языке. Вот, в частности, программа «Шалкар», в последующем, вот сегодня у нас это уже отдельное радио «Шалкар». Вводились специальные рубрики, такие как «Сельская жизнь», «Наш календарь», «Казахстан индустриальный». Программы субботних и воскресных дней стали отличаться передачами познавательного и эстетико-воспитательного характера. Из сугубо радийных жанров по-прежнему большую роль и чаще звучали репортажи, интервью, анонсы. Это время создания документальных радиопередач, рисовать творческие портреты композиторов, например, с привлечением дополнительных архивных документов, цитаты из достоверных источников, воспоминаний современников. И такие передачи было интересно и познавательно слушать, и они были как специально создаваемые и для детской аудитории, так и для взрослых. Очень часто
извините, нормально, да? Практиковалось использование интервью у деятелей искусства. В тот период радиопосты, они создавались на крупных предприятиях, в колхозах, совхозах, везде действовали свои радиоточки, и везде создавался свой контент. Специальные передачи готовились по письмам, была большая обратная связь приходившим в редакцию. Ну и сегодня, когда да, на каналах или на блогосферах, или на, когда зрители могут давать свои комментарии на соответствующих площадках. В целом, выполняя функции средств информации, источника знаний и просвещения, радио Казахстана в это время исполняло стабильную роль пропагандиста, агитатора, создания определенного идеологического контента. Но вместе с тем анализ контента передач на казахском языке, в котором участвовали деятели культуры, искусства, писатели, композиторы, исполнители, демонстрирует их стремление к сохранению национальных норм через обращение к культурной памяти, традициям через казахский язык, произведения казахских авторов. И вот здесь вот сейчас я... Просто это вот некоторые карточки, которые доступны на сайте Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи, где вот как раз вот вам, я надеюсь, видно, да, где вот и архивный номер, название документа, то есть и иногда можно видеть аннотацию. И даже иногда демоверсию они дают, и я вам сейчас тоже какие-то сейчас отдельно хотела продемонстрировать. Но просто сейчас я еще немножко, вот, какие виды передач, да, вот «Героическая оборона Уральска», воспоминания участников гражданской войны 1967 года. То, что называется из сектора пропагандистских, воспоминания участника гражданской войны Николаевской дивизии. Радиокомпозиция «Граница Родины моей. Рубеж». Радиокомпозиция «Ленинградцы. Дети мои». Вот. Здесь в аннотации даны да, рассказы о работе на дороге жизни, об эвакуации детей. Воспитатель Павлова, воспитатель Чемкенского детского дома, говорит об эвакуированных детях Ленинграда, об их нынешних днях. 14-й съезд Компартии Казахстана. Трансляция приветственных слов тоже осуществлялась по радио. Асемдік әлеміне саяхат радиохабар ән қанатында атты музыкалық очерк Ануарбек Умбетбаев жайында. Вот на казахском языке передача. И известный диктор советского радио это Ануарбек Байжанбаев. Путешествие в мир прекрасный. Творческий портрет Бекен Римовой. Ну вот, и жизнь замечательных людей. Писатель Мухтар Ауэзов. Заслуженный артист Казахской ССР Республики Мусабаев в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. И там исполнение много отдельных фрагментов песен из радиопередач. И так дальше. Да? И вот здесь вот. Вот, пожалуйста, это записи 1975 года. Это песни в исполнении Туктагана Айджан, сопровождение Домры, и авторов и народных, и известных, как Дины Нурпейсовой, Саграбаев Курманғазы, Казахтың халқының күйі, Ақсақ-Құлан и так далее. То есть совершенно разнообразный широкий репертуар, который звучал в фоносферах радиопередач этого времени. И сейчас я... Так, я должна выйти и включить. Продемонстрировать хотела. Это вот фрагмент, то, что называется, видно, да? Да, все хорошо видно. Вот. Это демоверс фрагмент из записи
митинга 40-летию республики. Так, и сейчас еще один другой. Ну, чтобы вот сам звук, фон, потому что вот чем сложность работы со звуком, вот он звучит, и если он не записан и не сохранен, то, соответственно, это только мы через описание, да, можем. Так, сейчас. Вот здесь уже, вот Асимдек Альмини Сайхат, радио Хабар, да, Анпанатында атты. Ага. Алматтан сөйлеп тұрмыз. Әсемдік әлеміне саяхат атты хабарымызды бастаймыз. Ілия Жақановтың ән қанатында атты музыкалық очеркін тыңдаңыздар. Ну, вот такие краткие фрагменты, которые демонстрируют и погружение, в которых позволяет вам, да, вспомнить, как звучало радио в каждой квартире, на рабочих местах, и создавалась определенная вот эта фоносфера, которая воспитывала, которая наполняла пространство, давала информацию и отличала это время. Сегодня, когда благодаря сохраненным записям радио, в том числе и радио, и грампластинков, которые представлены в Алтункор и представлены в Центральном государственном архиве кинофото, документов и звукозаписи, и сегодня многие из этих музыкальных произведений используются, но уже используются в новом ритме, с другой аранжировкой, получать свою дальнейшую жизнь. И звучат они сегодня уже совсем иначе. Ну, на этом я закончу тогда свою часть. Если есть вопросы, жду. Спасибо. Слышно? Да, Ага. Талик Тагдабековна, слышно большое вас. спасибо за интересную лекцию. Действительно, фонодокумент – это один из важных источников изучения. Мне понравилась часть, где вы очень подробно рассказывали о радио, о значении радио, потому что действительно, если мы посмотрим, особенно советский период, то радио играло большую роль воспитательную, да, потому что она была в каждой квартире, в каждом доме, и, в принципе, все новости, да, и это и культурный был пласт, потому что простое население, которое, может, не всегда была возможность там сходить в театр, то есть за счет вот радиопостановок они могли получить и эстетическое воспитание, да. И надо сказать, что и сегодня, в принципе, ведь радио не потерялось, потому что, несмотря на то, что сейчас и интернет, и телевидение, мы все равно едут в машине и так далее, да, то есть включают радио. Вот. Поэтому это вообще очень, я считаю, важный источник. Самое главное, что когда мы можем, вот, благодаря тем записям, которые осталось, мы можем проследить вообще те важные моменты, которые вообще были проблемы, которые существовали в стране, то есть на каждом этапе, потому что именно в них отражены, да, то есть то, что было самым актуальным, то, что было необходимо в данный момент, да, для страны, важно. Вот, поэтому я считаю, что это очень большой и важный источник. Ну, к сожалению, может, не всегда и наши историки его полномерно как бы используют, при том, что я хочу сказать, ведь там очень много воспоминаний, особенно когда брали интервью, ведь не все оставили после себя мемуары, в том-то и дело. Не каждый брал ручку и начал писать, но зато остались их какие-то воспоминания, которые освещались в радио. Это фона, да, документы, то есть, которые то, что нам позволяет тоже изучить эту личность благодаря вот этим фонозаписям. Поэтому я считаю, что вы сегодня подняли очень важный вопрос, и я думаю, что последующие найдутся исследователи, которые действительно возьмутся за это большой пласт архивных документов. Большое спасибо вам.
Спасибо, Гульнара Кашипетовна. Я просто хотела бы пояснение дать по поводу, действительно, новости сразу сообщали, ну, из того, что, о чем можно было сообщать, потому что, понятно, цензура была, да, но дело в том, что сами новостные передачи не сохранены. Вот в Алтын-Хоры их нету. И там в Центральном государственном архиве, да, кино, фото, документов, звукозаписи, там только, допустим, трансляции приветственных слов и отдельных съездов есть. Но вот чтобы новости, которые звучали в эфире, они звучали в прямом эфире и все. И вот, к сожалению, вот в этом плане вот этот пласт источников, именно то, что относится публицистически, да, и о которых я говорила, радиорепортаж, оно, к сожалению, недоступно. Сохранились и записанные передачи, как раз которые относятся к сфере культуры, вот, радиоспектакли, исполнение музыкальных произведений, концерты и так далее. Но то, что касается воспоминаний, то они представлены во многих передачах, и есть передачи, то, что, например, детским, там отдельно серии, посвященные культуре, посвященные, даже там были в помощь как бы радиоуроки своего рода, помощь существующих дисциплин, вот, и по биологии, и по астрономии какие-то дополнительные информацию, и они туда приглашали ученых, которые рассказывали и вспоминали тоже о своих работах, о том, как они пришли в науку, каким образом что-то исследовали, какие были различные спецвыпуски, которые имели вот такое содержание, интересное содержание, с которым сегодня можно работать. Поэтому я больше говорю о фоносфере, ну, и думаю, что надо, когда мы работаем с радиопередачами, надо идти через концепт фоносферы. Спасибо. Виктор Тарбекана, можно вопрос, да? Да. Вот. Знаете, я вот хотела спросить, так показалось, может быть, я что-то пропустила, что в основном как бы вы берете вот такой, ну, республиканский фонд, да, то есть столичное радио, республиканское радио, а вот, например, из моей памяти, из детства, да, всегда же было еще и районное радио. Вот Да. я как бы Шартандинский район Акмолинской области, и я знаю, что у меня мама несколько раз там выступала, да, по радио, потом мы со школы ходили, проводили какие-то различные мероприятия. Вот фонды, значит, ну хотя бы районных, да, радиостанций, они сохранены, они хранятся в... Очень, очень важный вопрос. На самом деле, я отмечала и сказала в лекции, да, что радио работало на каждом уровне, ну, на предприятиях, в районах, где были свои радиоточки, и они на злобу своих проблем, то есть локально, очень локальным. Но вот, к сожалению, вот я просто по районам не буду говорить, я вам по областям, да, вот когда работая в областном архиве Джамбульской области, там есть написано, во всяком случае, в описании, что есть ролики, кассеты с записями отдельных фрагментов воспоминаний, которые, вероятно, демонстрировались на местном уровне. Можно ли это прослушать, то, увы, к сожалению, это недоступно, потому что оборудования нету, и да, оборудования нету, и сами записи, понятно, что нужна цифровизация и для сохранения всего этого наследия. То есть я думаю, что в отдельных областных архивах какие-то фрагменты в формате магнитофонных записей, на магнитной ленте, они еще есть, но они требуют вот такой серьезной обработки. Цифровизация, например, в Центральном государственном архиве кинофотодокументов, она коснулась больше, да, она осуществляется, есть, они прекрасную большую работу провели. Документальное кино, большая часть оцифрована, и то кино, например, которое меня интересует, если его нет в цифровом виде, то они его осуществляют оцифровку его. Но то, что касается фонодокументов, то у них, поскольку в нашем архиве есть такое оборудование, то они там предоставляют возможность там прослушать на месте. Но в областных центрах такой возможности нету. И целенаправленная работа, что проводить, да, собирать как-то и переводить, то это требует, я так понимаю, что это требует
хороших вложений или какой-то отдельно какой-то программы. Вот. Когда я была в Бишкеке, я тоже специально для сравнения хотя бы, да, посмотрела в архиве кинофона фотодокументов Кыргызской республики, то они радиопередачи, очень большой процент, они оцифровали. И там я на месте сразу могла слушать, то есть передачи и в цифровом формате. Они такую работу провели. Вот просто интересно, например, когда архивные документы письменные собираются, но есть определенный, как бы, да, ну, как это, императив такой, да, как это собирается, как передается, да, как бы. А вот в отношении аудио-видео такое тоже есть, как бы, Да, да? да, есть стандарты, соответствие которым, да. И вот когда я как историк обращалась и спрашивала сотрудников Центрального государственного архива, то для них фонодокументы, в первую очередь, это в каком виде носитель какой. Это, да, первоначальный носитель или это уже грампластинка, то есть это уже вторичное. Им не важно, вот это радиопередача или грампластинка, или это какая-то фонозапись. Первоначально это должно быть вот какой вид записи. Вот их сам вид технически интересует, и у них это прописано. А уже для того, чтобы нам, исследователям, работать, мы все-таки работаем с содержанием, правильно? И для нас, у них уже идет классификация от каких-то ключевые слова, ключевые моменты, по которым они распределяют. И каталогизация, поэтому очень часто один и тот же документ можно встречать, если он такой разноплановый, он может встречаться в формате, где, допустим, относящийся к искусству или передачи для детей. Он может быть и там находиться. И в этом плане, конечно, источниковедческая работа еще требует тоже такого дальнейшего, да. Усилий, да. Я помню, что как-то много лет назад была встреча с директором архива, когда они выиграли какой-то грант при поддержке американского правительства по борьбе с грибком, который уничтожает вот эти кинофото. Я тогда, помню, совершенно поразилась, что, оказывается, в каждом хранилище свой грибок, свое лекарство, что нет универсального, что благодаря этому проекту, который очень хорошо финансировался, они восстановили там и вот как было строительство плотины, и как вот наш алматинский апорт с голову 3-летнего ребенка. И, кстати, там были первые кадры тогда Назарбаева. То есть вот это все нам показали, но мы просто были ошеломлены, как вот, ну, как бы тем богатством, которое имеется, и также тем, как это очень трудно сохранить, как много уже утрачено, утеряно безвозвратно. И я думаю, то, что вы делаете, это такая большая польза, и не только научная, она еще, я думаю, вырастет и в практическое такое применение, потому что вы как бы покажете, актуализируете, мне кажется, да, вот целые направления. Спасибо большое. Да. Спасибо вам большое. Да, Светлана Ивановна, те вопросы, которые вы задавали, они, конечно, источниковедческого плана вопросы, да, которые как сохранить, в каком формате, какую работу следует провести. Конечно, мне, как человеку, который занимается и хотел бы работать, интерпретировать эти документы, меня, конечно, это интересует, но поскольку я все-таки не источниковед, то для меня было более важным извлечение информации, исторической информации из этих документов. И в этом плане, конечно, это большая работа, которая еще нам предстоит, но хотя бы сделать задел и поставить какие-то вопросы, пригласить еще вот студентов, да, давать эти темы, отрабатывать эти темы с магистрантами, докторантами, я думаю, что это было бы Спасибо большое вам, удачи вообще в реализации и новых перспектив, которые прям вот явно высвечиваются. Даже в ходе сегодняшнего разговора. Рахмет. Спасибо большое. Рахмет. Если еще есть вопросы. Тогда, уважаемая гости лектория, те, кто сегодня подключился, я всем благодарна, что вы прослушали, нашли время. И до новых встреч. Рахмет. Вы в лучших традициях, Тимур Татарбековна, встречаете праздники ударным трудом.
Так, Это по-нашему. наша жизнь. Да, занимаясь любимым делом, мы живем с этим делом. Я Да, просто как так радио подумала. всегда везде. Звук, он везде и всегда. Ага. И иногда мы не можем выбирать. Вот эта фоносфера, этот soundscape, он существует. Так Я и здесь, просто вероятно. сейчас так подумала, думаю, это же сколько выходных дней в течение уже скольких лет мы с вами встречаемся. То есть где у вас субботы, где воскресенье, где ваш Да. личный отдых? Я вот о До чем. конца апреля, потом следующая серия будет уже осенью. Хорошо, спасибо. Всего Спасибо. доброго. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Денис Повторбек. Рахмет.